Почти 2 миллиарда рублей в Башкортостане направили в этом году на республиканскую программу «Башкирские дворики». При этом глава республики Ради Хабиров ставил задачу, чтобы, цитата, «не было тяп-ляп и не для галочки». Обсудим общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства вместе с председателем профильной комиссии по ЖКХ Общественной палаты Республики Башкортостан Анатолием Дубовским. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете, как идет реализация программы «Башкирские дворики»? Мы знаем, что вот помимо этой общей суммы 2 миллиарда рублей, 99 миллионов рублей поступит в качестве софинансирования от муниципалитетов и еще 20 миллионов рублей от собственников жилья. Это общие усилия. Как вы оцениваете, как идет программа? Ну, по нашей оценке и по оценке общественников, которых мы всегда призывали и призываем к активному участию в контроле за проведением работ. Ведь сама идея башкирских двориков, она идет из того, что от начала и до конца собственники должны участвовать. Открывается объект, обсуждается проект, дизайн-проект, обсуждаются все этапы работ, потом софинансирование, и потом в конечном итоге ход работы и постоянный контроль. И в конечном итоге подписание акта выполненных работ. И на сегодня, вот, ну, по нашей информации от наших общественников, а в основном контролирует это председатели Совета многоквартирных домов. Проще говоря, старшие по дому. Старшие по дому, да, если проще говоря. Вот, ну, по их информации пока нареканий особых нет. Да и муниципалитеты научились активнее работать в ходе подготовки проектов. И очень остро и серьезно подходят к подбору подрядных организаций. Сложно ли менять менталитет? Все-таки сейчас участвуют и жители, и собственники недвижимости в многоквартирных домах, да? Ведь есть такое представление, что вот мы живем, значит, нам должны. Но здесь немножко приходится ломать сознание. Тяжело ли идет процесс? Ну, вообще-то тяжеловато идет, да. Элементы иждивенчества, а у нас издавна как-то так вот развиты. Если имущество не мое, не моей квартиры, то это уже меня не волнует. Хотя это наше общедомовое имущество, и мы должны за ним следить. А ремонт подъездов – та же самая тема, которая на сегодня, начиная от башкирских двориков, заканчивая ремонтом подъездов и содержанием, ежегодным содержанием общедомового имущества, это забота как раз собственников жилья. И жилищный кодекс обязывает собственников жилья в этом процессе обязательно участвовать. Но не везде вот это все понимается, и поэтому наша-то цель, вот, Центра общественного контроля, Общественной палаты, довести еще раз и еще раз людям о том, что вы должны участвовать. Без вас никто никаких решений не примет. Без вас этот процесс будет очень плохим. И там, где это понимают, да, там дома красивые, там подъезды прибранные, там все чистенько и хорошо. А там, где даже советы не созданы, к сожалению, и есть возможность и нечистоплотных управляющих компаний пожульничать немножко, потому что нет контроля со стороны собственников. В чем это выражается? Тарифы поднимаются? Ну, это нет, тарифы они не имеют права поднимать. Добавляют они? Они могут, допустим, статью содержания. Да, в статье содержания, получив, ну, вот, допустим, уровень с квадратного метра, ну, так, даже, скажем так, тариф, да, вот так. Но можно же и при этом тарифе ничего не делая, а списывать деньги, и будь здоров, правильно? Вот. Поэтому здесь мы призываем собственников жилья очень активно. Считайте каждую копеечку. Более того, у нас вот есть примеры таких шикарных председателей Совета многоквартирных домов. Я вот 7 лет обучаю и убеждаю собственников жилья. Сначала убеждал, что надо создавать советы, ездил по всей республике. Теперь вот целевые программы. Мы опять же говорим, не стойте в стороне, работайте, считайте, с каждой копеечку следите. И мы, допустим, с нашими активистами, председателем Совета многоквартирных домов, очень привлекаем их и работаем над совершенствованием договорных отношений. Ведь собственники жилья в договорных отношениях с управляющей компанией.
И вот этот, чем будет четче прописаны права и обязанности собственников жилья и права и обязанности управляющей компании, ответственность, мера ответственности, то и четче будут работать управляющие компании. Они же тоже видят, если серьезные ребята, то с ним не забалуешь. А если вот такие тяп-ляп, им будет все время тяп-ляп. Согласны ли вы с мнением, что общественникам, старшим по дому, нужна финансовая поддержка, да? И мы понимаем, что оплачивать их труд должны жильцы всего дома, соседи. Вот здесь какие рекомендации у вас? Здесь, в общем-то, одна рекомендация – посмотреть жилищный кодекс. В нем уже внесены, года 2 назад были внесены изменения. И определено порядок и правила финансирования. В принципе, у нас вот даже практика существует такая, там, где председатель совета не просто вот на кухонном варианте разговорами водит, а реально работает, то и... Ну, в чем это выражается? Установка дорожных знаков, либо ремонт? Выражается Вот это в постоянном ежедневном контроле за работой управляющей компании по тому или иному дому. Она... А именно какие направления? Вот смотрите, мы же платим деньги по статье содержания. Мы прописаны в статье этой все виды услуг, которые мы должны получить. Более того, есть даже 290-е постановление, которое сейчас вот скоро будет отменено, а будет новое постановление по управлению правительства Российской Федерации. И вот мы сейчас как раз участвуем в разработке его, потому что много там неправильно сделано. И вот и пишем свои аналитические записки и так далее. Так вот, все виды работ должны выполняться, раз мы за это платим. И должны же жильцы контролировать. Должны, наверное, а мы рекомендуем в каждый совет дома определить из числа собственников или членов совета лицо, которое подписывает акты выполненных работ. А это в договоре надо обязательно озвучить, что все, любое мероприятие, чтобы потом собственник говорил, а я не помню, было ли это дело, работало ли, нет ли. Нет, извините, пожалуйста. Вот месяц проходит, управляющая компания идет и к собственникам жилья, и доверенному лицу, которому поручено, и он проследил за весь месяц, подписывает акт выполненных работ. Вот эта форма контроля. И тогда не будет обоюдных обвинений и беспочвенных, почвенных и так далее. Проговорите, пожалуйста, возможность оплаты работы старшего по дому, это ежемесячная, либо это раз в год? Ну, это как решит собрание. Сколько платить, чтобы... И сколько платить, и какой порядок Вам примеры оплаты. какие известны? Пример у меня, пример ежемесячной оплаты. Собственники жилья приняли решение. Везде по-разному. С квадратного метра там рубль или там 2, или, это по-разному. Сколько сочтут собственники жилья. В зависимости от его достижений, от его работы, столько и платят. И управляющие компании идут навстречу, они обязаны оказывать содействие. Анатолий Николаевич, вы проводите вебинары. По каким вопросам и как они проходят? Мы проводили первый коронавирус, тоже в нашу деятельность внес. У нас же обычно деятельность такая, выездные мероприятия. Я каждый год в неделю-два города выезжал, и были постоянные встречи с собственниками жилья, с председателем советов, в режиме диалога работали. И мы, в общем-то, достигли, так скажем, серьезного понимания друг друга. И люди ждут иногда. А тут вот коронавирус нам все попортил. И от прямого контакта мы перешли в вебинар. В этом вебинаре первый Блинникомом приняли участие первый заместитель министра Голованова Ирина Александровна, председатель Госкомитета по жилстройнадзору Шафиков Ильдар Маратович и председатель Совета собственников жилья Республики Башкортостан Носков Павел Петрович. И вот этот вебинар прошел в момент
хода вебинара 1430 подключений было. И мы считаем, это хороший результат, интерес есть, и чем дальше будем работать, тем больше. Но, тем не менее, вот выездные мероприятия мы ждем, когда будут послабления и, опять же, встречи. Оно лучше, конечно, чем вот телевизионная видеоконференция и так далее. А какие вопросы вошли в вебинар? Вошли в вебинар, опять же, вопросы, мы, пока было время, проанализировали состояние выборов советов на квартирных домов в республике и выяснили, что из 19 898 домов советы созданы только в 12 тысячах. И мы проанализировали, как же они работают. И, в общем-то, картина не очень хорошая. Я, в общем, мы сейчас все с моими коллегами, с руководителями центров общественного контроля в городах и районах, мы очень активничаем над тем, чтобы эту работу оживить. А Жилищный кодекс говорит, если в течение года собственники жилья не приняли решение создания совета дома, то органы местного самоуправления, то есть администрация районов и городов, должны уже прийти в этот дом, провести собрание и обозначить выборы совета и выборы председателя совета. То есть здесь не дорабатывает администрация районов и городов. Мы их хотим тоже, вот так скажем, подшевелить. А чтобы стимул был, мы рассматриваем такой вариант: ремонт подъездов и башкирские дворики только при условии наличия советов на квартирных домах. Но это, видимо, Надо со следующего года. просыпаться собственникам жилья. Но это, видимо, со следующего года уже будет условие такое. Я-то вообще-то предлагал и предполагал, что мы введем уже в этом году, но потом решили, что мы сначала разберемся, какая же реальная картина, что надо, чем помочь, как помочь. И потом уже на следующий год, да, мы будем, наверное, смотреть и уже жестче говорить. У вас дома совета нет? Но это уже тема отдельного разговора, отдельного интервью. Ну, вообще ЖКХ это тема очень большая, и много говорить можно. И отдельное интервью, пожалуйста. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. С нами вместе на связи сегодня был председатель профильной комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан Анатолий Дубовский. Мы говорили о том, как создаются советы в многоквартирных домах и как сделать их лучше.